Американский план по завершению войны. В Польше заявляет о госперевороте. Кто во главе? Узбекистан направляет Пентагону 7 вертолетов, а США тем временем охватили масштабные протесты. Трампа просят на выход. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Трамп и Путин готовятся к встрече. В РФ впервые рассказали, когда же пройдут переговоры тет-а-тет. И что о контактах с Белым домом говорит Зеленский. Готовы ли принять план США по заморозке линии фронта? Госпереворот в европейской стране. В Польше начинают расследование против первых лиц. Кто обвинил Дональда Туска в преступлении? Что известно на этот час? 50 штатов, 50 протестов. Американцы выходят на улицы. Меньше чем через 3 недели после прихода к власти Трампа его просят покинуть Белый дом. Что не так? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Украина нанесла удар по невероятно важному для России аэродрому, объекту базирования авиационных средств. Дроны ВСУ долетели до Краснодарского края, до города Приморско-Ахтарск. Этот населенный пункт ежедневно появляется в сводках воздушных сил Украины и известен тем, что стал центром запуска российских дронов «Шахед» по Украине. Именно оттуда летят целые раи смертельных беспилотников. В ночь на 6 февраля прилетел достойный ответный удар из Украины. В Генштабе ВСУ говорят, что аэродром Приморско-Ахтарский был поражен. Это объект оперативного базирования авиационных средств. Используется для хранения, подготовки и пусков БПЛА типа «Шахед» по территории Украины, а также обслуживания авиатехники, которая выполняет задачи в районах Запорожской и Херсонской областей. Подтверждены попадания и взрывы в районе цели. Возник пожар. Россия провела параллельную атаку Украины. Интересно, но ни одного запуска с аэродрома Приморско-Ахтарска не было. Тем не менее, 77 шахедов оккупанты выпустили из Орла, Курска, Брянска, Миллерово и Шаталова. Очевидно, что все эти населенные пункты, а главное места запусков, следующая цель для Украины. В воздушных силах ВСУ уточняют, что РФ ударила также 2 баллистическими ракетами «Искандер-М» из Ростовской области. Северная Корея модернизировала свои баллистические ракеты, а испытательным полигоном для Пхеньяна стала Украина. Ракеты КНДР, которые выпустила РФ по украинским территориям, начиная с конца декабря, стали более точными. Об этом пишет Рейтер. Военные аналитики говорят, что это тревожный звоночек и не только для Украины. Ведь улучшение северокорейских ракетных технологий несут угрозу для Южной Кореи, Японии и США. Кроме того, повышают риск продажи такого улучшенного оружия несостоявшимся государствам или вооруженным группировкам. За последние годы военные программы Северной Кореи развивались стремительными темпами, включая создание ракет малой и средней дальности, которые, по утверждению Пхеньяна, могут оснащаться ядерными боеголовками. Однако до своего участия в войне в Украине эта изолированная страна никогда ранее не испытывала новое вооружение в боевых условиях. Аналитики, на которых ссылается Рейтер, уточняют, что в Украине также подтверждают улучшение характеристики ракет из КНДР, но пока не ясно, какие именно модификации были совершены. Вероятно, что северокорейская баллистика могла быть оснащена более совершенными навигационными системами или же были добавлены рулевые механизмы для улучшенного маневрирования. Авторы материала уточняют, если раньше точность ракет Ким Чен Ына составляла 1-3 километра, то сейчас этот показатель на уровне 50-100 метров. Через неделю мир узнает, какие гарантии безопасности может получить Киев и как будет завершена война России против Украины. В этом уверяет западная пресса. Авторы материала пишут о том, что может произойти заморозка войны и, как итог, часть украинских территорий окажется под российской оккупацией. Уже на Мюнхенской конференции, которая пройдет в Германии, будет представлен план Трампа. Документы якобы рассекретит Кит Келлог, который является спецпредставителем США по Украине и России. Кроме того, автор материала пишет, что именно заморозка конфликта и предоставление Украине гарантий безопасности – это ключевые пункты этого плана. В то же время сам Кит Келлог говорит, что публикация в прессе не соответствует действительности, и он не вправе представлять этот план. Его презентует лично Трамп, и это произойдет немного позже. Тем временем Зеленский уверяет, что переговоры начались. Администрация Трампа вышла на постоянный контакт с Киевом.
значно активізували наші контакти з американською адміністрацією. Також доволі предметно контактуємо з іншими нашими партнерами. Україні потрібен реальний, тривалий і гарантований мир. І засоби, щоб в Росії завжди знали, що очікує тих, хто хоче зла Україні. Ми відкриті до сильної дипломатії, ми саму таку дипломатию и готуємо. Тем временем мир не нужен России, об этом пишет Американский институт изучения войны. Аналитики разобрали на молекулы статью кума Путина, бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука. Он заявил, что мир украинцам может принести только российская армия. Кум Путина пишет, что Москва должна демилитаризовать страну, а это невозможно сделать без взятия под контроль большей части Украины. По мнению Медведчука, практически вся Украина – это земли РФ. Аналитики Института изучения войны пишут следующее. Риторика Медведчука как представителя российской элиты, тесно связанной с Путиным, свидетельствует о системном нежелании Кремля вести переговоры с Украиной и Западом и его принципиальный отказ признавать легитимность украинского государства и правительства. Напомню, практически 3 года назад Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. Кремль тогда заявил, что основные цели – это так называемая демилитаризация и денацификация. Военные аналитики говорят о том, что во многом произошла демилитаризация российской армии. По данным Пентагона, практически за 3 года боевых действий РФ потеряла не менее 700 тысяч военных и потратила на войну более 200 миллиардов долларов. Друзья, а что вы думаете о появлении Медведчука в информационном пространстве и его претензиях на украинские земли? Пишите в комментариях свои мысли. Пока же в РФ заявляют, что Путин вот-вот встретится с Трампом. Сейчас Кремль к этому готовится. Работа требует серьезной подготовки, которая, не выдам тайны, сегодня находится в продвинутой стадии. Так что в ближайшее время, думаю, у нас будет с вами конкретная информация о встрече и выражу надежду на то, что эта встреча будет с конструктивными последствиями. Польского премьера Дональда Туска подозревают в организации госпереворота в стране. По заявлению председателя Конституционного суда Богдана Свинчковского уже открыто уголовное дело. Среди обвиняемых фигурирует премьер-министр Дональд Туск, спикеры Сейма и Сената, а также ряд других высокопоставленных чиновников, сообщают польские медиа. Свинчковский, который инициировал расследование, утверждает, что имеет обоснованные подозрения, а потому Туск и другие должны ответить перед законом. Председатель Конституционного суда говорит, правительство пыталось парализовать работу Конституционного трибунала, Национального совета судей и Верховного суда. Такие заявления, несомненно, стали причиной ярых обсуждений в политических кругах Польши. Лидер партии ПиС Ярослав Качинский заявил, что полностью поддерживает действия председателя Конституционного суда. А вот Дональд Туск, которого подозревают в совершении госпереворота, отреагировал на обвинение коротким видео своей игры в пинг-понг. Слушайте, Качинский говорит, что совершили государственный переворот. Оставьте меня в покое. У нас здесь дела поважнее. Займемся этим позже. США начинает трясти. Во многих штатах прошли протесты. Люди недовольны действиями Трампа и поведением Илона Маска, который стал одним из членов команды республиканца. Президент США лишь за 2 недели после возвращения в Белый дом уже удивил мир и непосредственно американцев своими решениями. Тысячи митингующих недовольны иммиграционными репрессиями, его словами и действиями в отношении трансгендеров, а также предложениями принудительно переселить палестинцев из сектора Газа. Да и не только. Западная пресса пишет, что протесты стали результатом движения, которое организовалось в интернете, благодаря хэштегам, которые гласили о 50 протестах в 50 штатах за один день. На сайтах и в соцсетях появились призывы к действию, такие как «Отвергни фашизм» и «Защити нашу демократию».
Посмотрите, что делает Илон Маск в Министерстве финансов прямо сейчас. Это полноценный переворот, устроенный горсткой людей, которых никто не выбирал, никто за них не голосовал. Они подрывают нашу демократию. Лично я голосовал за Харрис. И многие говорят, что Дональд Трамп фашист. Я не хотел так говорить, но глядя на происходящее сейчас, просто нет другого слова, чтобы его описать. Людей отправляют в Гуантанамо за то, что они нелегальные мигранты. Это безумие. Я думаю, что недостаточно людей понимают, что происходит. Это пугает. Это действительно пугает. Кстати, Маском недовольны и в Украине. В Центре противодействия дезинформации заявили, что американский миллиардер сделал репост фейкового видео на своей странице в X. В ролике говорится о том, что агентство USAID, деятельность которого пока свернул Трамп, якобы финансировало визиты голливудских звезд и других западных знаменитостей в Украину во время войны. Авторы видео утверждают, например, что Анджелина Джоли, которая приезжала в Украину в период полномасштабного вторжения, сделала это не бесплатно, а за миллионы долларов. В Киеве уверяют, что Илон Маск дискредитирует и обесценивает поддержку Украины, распространяя такие фейки. Друзья, а что вы думаете о действиях Трампа и Маска? Пишите свое мнение в комментариях. Столкновение двух пассажирских самолетов произошло в крупнейшем коммерческом аэропорту Сиэтл-Такома в штате Вашингтон. Крыло лайнера японских авиалиний влетело в хвост американского самолета. Инцидент произошел не в воздухе, а на взлетной полосе. Федеральное управление гражданской авиации США заявило об отмене некоторых рейсов. Пассажиров из поврежденных самолетов эвакуировали, они не пострадали. Конечно же, далее все стандартно. Спецслужбы теперь занимаются расследованием и ищут ответ на вопрос, кто виноват в таком транспортном происшествии. Узбекистан готов расширять свое сотрудничество с Вашингтоном во всех сферах. Об этом заявил посол республики в США. Известно также, что Ташкент передал Соединенным Штатам 7 вертолетов Black Hawk, на которых 4 года назад из Афганистана эвакуировались афганские летчики. Все это произошло в 2021-м, когда движение «Талибан» захватило власть в Кабуле. Пилоты Афганистана перенаправили часть самолетов и вертолетов страны в Узбекистан и Таджикистан. Большая часть из 46 единиц авиационной техники, которая оказалась в Узбекистане, была передана республике, а вот 7 вертолетов Black Hawk, которые Пентагон признал пригодными для эксплуатации, были возвращены в США. В Вашингтоне также выразили благодарность Узбекистану за многолетнее военно-техническое сотрудничество. Это сотрудничество сыграло ключевую роль в успехе миссий международного контингента в Афганистане, а также в эвакуации афганских беженцев и организации гуманитарных конвоев для населения страны, считают в США. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.